Казахстанский предприниматель в честь известного комика Гарика Харламова разработал водку для экспорта и уже запустил ее в продажу. Напиток под названием «Угарик» не только мгновенно заставляет человека говорить по-казахски, но, как утверждает создатель, может использоваться еще и в качестве бензина. Наш корреспондент прямо со склада. Идеальный продукт – это тот, который закрывает все вопросы клиента. Что сегодня нужно людям? Хорошее настроение, возможность говорить на самом красивом языке в мире, казахском. И судя по последним событиям, еще и бензин. Вот так и появилась эта водка. Выпиваешь, сразу начинаешь говорить по-казахски. Настроение поднимается. А если нужно, ее можно использовать и как топливо. Казахский язык – язык мира. Это самый красивый язык. Зачем стоять в очередях за бензином, ругаться и устраивать скандалы? Скоро я еще VPN к этой водке подключу. И вообще будет полный комплект. Вчера с друзьями выпили одну бутылку, и все дружно заговорили по-казахски. Это еще полбеды. Мы вообще родной язык забыли. Из-за этого, например, заходим в магазин, на нас косо смотрят и грубо обращаются. На улице постоянно требуют паспорт. Мы вообще-то тоже граждане этой страны. Разве можно так относиться к людям? Я против того, чтобы эту водку отправляли на экспорт. Таким ценным продуктом разбрасываться нельзя. Но и употреблять ее я тоже не предлагаю. Наоборот, считаю, что нужно полностью запретить любой алкоголь. И этот, и любой другой. Зато полезные свойства этого продукта можно использовать по-другому. Например, в качестве топлива. Лишним оно точно не будет. Несмотря на то, что нефти у нас добывается достаточно, для многих она остается малодоступной. Кроме того, можно использовать и его способность помогать людям заговорить по-казахски. Если дать такую водку тем, кто занимает высокие государственные должности, но до сих пор не может свободно говорить на государственном языке, это приносит только пользу. Они ведь не отказываются говорить по-казахски, просто всю жизнь учились на других языках, и им сложно. Думаю, такой способ мог бы им помочь. Александра Алкашева, Богдана Балхашева, телеканал ПТК.